Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на чудеса и посмотрим, какие чудеса поджидают вас до конца этого месяца. Что произойдет, что будет чудом для вас в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Какие интересные у вас тут картиночки вышли. Смотрите, здесь взаимоотношения между двумя людьми. Здесь и мужчина, и женщина не замечают каких-то помех, не вспоминают каких-то обид. Вот они смотрят только друг на друга. Здесь либо примирение между мужчиной и женщиной, ну просто как чудо, восстановление отношений, как чудо, да, после какого-то тяжелого болезненного расставания, либо встреча, да, такая долгожданная встреча, как чудо, произойдут в вашей жизни. Люди смотрят друг на друга, никого и ничего не замечают, не вспоминают, ни о чем не думают. Вот они друг друга обрели, контакт, как говорится, состоялся, и все, никто больше не нужен. Может быть, какие-то треугольники, четырехугольники отыграются. Возможно, расстояние, дистанции. Опять же, люди могли поссориться, разругаться и даже развестись. Да? Сойдутся и будут любить друг друга, наслаждаться друг другом и посвящать друг другу себя. Хороший очень знак, особенно вот личная жизнь, любовь, кто в печальке, кто в переживаниях. Очень классный знак. Девушки и мужчины, которые без пары, без отношений. Чудом будет знакомство, встреча, знакомство и любовь, просто с первого взгляда. Да, та самая пресловутая любовь с первого взгляда. То есть, да, люди просто вот глазами встретились и полетели в счастье, в облачка, в сердечки, в бабочки, да, вот в цветочки, в лепесточки, в романтику. Чудесная влюбленность, чудесное состояние души и сердца, и оно взаимное. Просто вот зеркалите друг друга, зеркалите. Красиво, очень красиво. Правая сторона. С правой стороны здесь мне показали вас, и вы сидите спиной каким-то очень интересным событиям в своей жизни, либо каким-то возможностям в своей жизни. Вы их вообще не замечаете. Так отвернулись, ничего не ждете, никому не верите, ни во что не верите и вообще ничем не интересуетесь. Здесь, смотрите, маленький человечек, либо младше вас по возрасту, либо ниже вас по росту, прям прибежит и начнет вас тормошить и говорит: что ж ты делаешь, оглянись, смотри, возможности, шансы, да, пошли туда, там много вкусного, там много интересного, там перспективы. И прям, знаете, как из-под палки вас заставит обратить внимание, либо присоединиться к каким-то очень хорошим вещам, да, воспользоваться какими-то шансами, куда-то сходить, что-то получить, как-то вот развлечься в конце концов. Как будто бы этот маленький человечек открывает для вас просто вселенную возможностей, вселенную шансов, вселенную каких-то радостных событий. Вы на этого человечка смотрите и думаете: Господи, ты ж такой молодой, либо ты такая молодая. Да, что ты можешь знать? А окажется, ведь знает, а окажется, понимает, может быстро реагировать. И вот вам глазки-то открывает. Очень интересный у вас тут и разговор состоится, и очень классные последствия, чудесные, классные последствия произойдут. Младше вас по возрасту, либо меньше вас по росту.
Но благодаря этому человечку, ну правда, так много всего случится, так много всего прилетит, и еще прям много всего получите, в руки прям возьмете, да, будете этим обладать, владеть. Очень классный знак. Так, левая сторона. Здесь какая-то проблема, знаете, как какой-то фурункул. Да? Вот бывают такой болезненные фурункулы, появляются у нас на теле. Вот и у вас такой болезненный фурункул, его ничем и никак нельзя вывести. Вы тут и силы прилагали, вы тут и деньги тратили, и кого-то подключали, и сами со всех сил боролись с этим фурункулом, а ничего не получалось. А вообще ничего не получалось. Только этот фурункул еще болезненнее становился и как разрастался, да, еще больше становился. Просто ужасная патовая ситуация в вашей жизни. Может быть, это какая-то проблема, может быть, ситуация так развернулась очень неудачно и болезненно для вас. Ну, у каждого по-своему отыграется. Смотрите, вы тут ручки опустили, сидите, слезы льете, да, вот, ну никак не решить, ну никак не разрешить. Вот мука наказания для вас вот такое вышло. Здесь буквально, вот видите, 2 периода показали. За 2 периода этот фурункул у вас просто обнуляется. Вот как будто бы и не было. Вы долго будете думать, а что же произошло, а что случилось? А куда все подевалось, да, куда моя проблема делась, и что она так рассосалась, да, я даже не заметила, когда она рассосалась. Мои хорошие, значит, вашими молитвами, за ваши хорошие поступки, за ваше доброе сердце снимают с вас эту муку, снимают с вас эту проблему, снимают с вас вот этот минус огромный, болезненный огромный минус. Ребятки, да, чудеса бывают. И у вас вот одной очень серьезной болезненной проблемой станет меньше. А если она у вас была одна единственная в вашей жизни, то, извините меня, чудо чудное, диво дивное исчезнет. Вы так и не поймете, почему она исчезла. Может быть, спустя там, года, десятилетия, вот тогда разгадка и будет. А пока вы не узнаете. Просто вот факт, это чудо. Была проблема и нет проблемы. Была ситуация острая и нет ситуации острой. Причем это так молниеносно произойдет, что вы еще не сразу поймете, что у вас уже нет проблемы. Да, вот такой момент идет. Ну, чудо по-другому не назовешь. Чудо. У кого-то, кстати, может действительно какая-то болячка, да, как в ремиссию войдете. Ни с того, ни с сего. Вот пойдете анализы сдавать, а вам и скажут: ой, а вы не болеете. Либо у вас ремиссия пошла. Конечно, чудесная ситуация, просто замечательная. Кстати, по этому фурункулу еще может отыграться, знаете, как избавление от какой-то вредной привычки. Либо избавление от какого-то вредоносного человека. Да, может быть, кто-то из ваших близких вдруг придет и скажет: все, не пью, да, там, не играю, там, не употребляю. А у кого-то, да, был человек, такой болезненный фурункул, все мешал вам, портил, давил на вас, притеснял вас. Туда-сюда нет человека. Был человек, нет человека. Пропал, уехал, убежал, скрылся, без вести пропал. Да, вот такой момент прям идет. Смотрите, вы рыдаете, вы руки себе заламываете, вы ничего с этой ситуацией поделать не можете, ну никак она вам не дается. Тут раз — нету. Как испарилась, да, как корова языком слезала. Но это чудо вам за вашу доброту, за ваше сердце и за ваши какие-то добрые поступки. Что это прям такое грандиозное, доброе, либо много добрых поступков вы сделали. И здесь прям высшие силы вас избавляют. Видите, здесь архангел Михаил, он вас избавляет, мечом разрубает этот фурункул, и его нету. Все, сдулся, испарился. Прекрасный момент. Мои хорошие, когда это произойдет, не поленитесь, сделайте хотя бы хоть какой-то минимальный откуп. Я уже много раз говорила, откупы можно делать по-разному. Можно там денежку пожертвовать, можно покормить бездомных животных, можно покормить птиц, можно раздать сладости людям, можно даже добрый поступок сделать. Ну, например, если нет у вас средств. Понятно, что все разные. То есть не располагаете вы свободными средствами, но идите, сделайте добрый поступок, чтобы вам прямо от сердца сказали спасибо. Вот это тоже будет считаться откупом. Так, здесь у меня пчелка разворачивается налево. Значит, по пчелке это всегда работа. Это много работы и работа тяжелая. Знаете, такая на износ 24/7. Тяжело доставались деньги, тяжело они приходили, быстро уходили.
не было перспектив, не было возможностей, либо перспективы и возможности были, но они были настолько минимальные, настолько незначительные, такие мизерные, да? То есть вы всегда жили в каких-то ограничениях, в каком-то дефиците себя всегда ощущали. Вроде как и работаете, вроде как и зарабатываете, но так тяжело вам эти деньги достаются, и так быстро, вот прям как вода, как песок сквозь пальцы у вас уходит. Вот, пчелка разворачивается, то есть идет обратный процесс. Ну, если говорить по-простому, работы у вас будет меньше, напряжения у вас будет меньше, износа вашего физического будет меньше, а вот прибыль у вас будет больше. Обычно по таким картинкам идет резкая смена деятельности, либо резкий карьерный скачок. Знаете, так через 2-3 ступеньки, у кого-то может и через 5 получится. Но вы все разные, каждый в разных отраслях, значит, да, работаете, занимаетесь делами. Кто-то вот так плюнет и скажет: не буду работать на дядю, буду работать на себя. И как уйдет, да, в такие стахановские труды и начнет себе работать. Имя наработает, денежка сама пойдет, клиент сам пойдет. Да? Почему нет? Здесь вот пчелка, смотрите, она большая, и она разворачивается в левую сторону. Все меняется, картинка меняется, условия меняются. Да? Теперь денег больше, работы меньше, да? Физического труда, физических вложений у вас меньше. Чудо? Конечно, чудо. Кто может с этим поспорить? Конечно, чудо. Но это чудо вы себе сами устроите. Вот честно вам говорю, здесь не высшие, не кто-то, не кому-то, а именно вы сами себе устроите. Вы наработали колоссальный опыт. Вы очень грамотный, профессиональный, знающий, умеющий, такой трудоспособный, не буду говорить трудоголик, что это слово, оно какое-то, на мой взгляд, оскорбительное. Но, в общем, вы поняли, да? Вы себя не щадите в работе. Вы наработали колоссальный опыт. У вас, просто гигантская база умений и знаний. Вот пришло время все эти знания монетизировать, да, либо открыть свое дело, либо занять соответствующую должность. Вот. Как психанете, скажете: все, хватит. А почему? А зачем? А за что? За копейки, за гроши? Не-не-не, я стою больше. Знаете, оцените себя, назначите цену за свои услуги, и все. Понеслась, жизнь устроена. Очень хороший знак. Это чудо, которое вы подарите себе сами. Так, дорога у вас тут вышла очень интересная. Хотя многие из вас и ничего и не планируют. Не планируют. У вас эта дорога, она как сама собой рисуется. Вот просто перед вашими ногами рисуется. Так сложатся обстоятельства, что по воле и без воли вы все равно туда попадете. Какое-то новое направление, новый маршрут. И вы вот сами даже не поймете, как вы там окажетесь. Да? Как так все сложится, что у вас там и билеты на руках, и вы куда-то едете, и вы сидите такой, думаете: а куда я еду? Да, а что я там буду делать? Вот такое ощущение. Нет паники, нет страха, нет какой-то истерики. Просто вот удивление. Да? Кто бы ожидал, кто бы мог подумать. Поедете с ветерком, легко. Еще и удовольствие какое-то получите. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Кто-то поедет в сопровождении, а кто-то поедет сам по себе. Но дорога прям судьбоносная, и дорога очень чудесная для вас. Сам момент чуда, да, это дорога, которая сама собой прорисовалась. Потом, значит, вы туда попали каким-то чудом. Значит, едете, реакция у вас какая-то странная, чудесная. Еще и удовольствие получаете. Хорошо, замечательно, да просто чудесно. Так, 8 у вас очень большая вышла. 8 крайне редко выходят на песке. И этому есть определенное объяснение. По восьмерке всегда проходят моменты вечности, бесконечности. Во-первых, я уже говорила, да, здесь кто-то сойдется, у вас просто 8 с правой стороны, и 8 по линии сердца у вас идет. То есть кто-то сойдется с человеком, то есть встретится, познакомится, либо уже сойдется, и эти отношения, они будут просто бесконечно вечны. Да, вы не будете там не расходиться, не разводиться, там, не менять партнера. И второе значение – это найти себя, найти свой путь.
и не сворачивать с него. Идти не для кого-то, не во благо кого-то, не по просьбе чьей-то, а именно во благо себе, для себя идти. Так может вырисоваться и переезд, и отъезд, и действительно даже как новый вид деятельности, новая работа. Но знаете, что это уже будет на постоянку, причем такую, знаете, до последнего. Но это хорошо, это во благо. То, что вы найдете себя во благо, то, что вы наконец-таки поймете, кто вы есть в этой жизни, что вам нужно делать, себя оцените и, конечно, этим займетесь. Хороший знак, очень хороший, редкий, очень хороший. Еще и с правой стороны, еще и по линии сердца. Но что может быть лучше? Что может быть чудеснее? А? Скажите мне, пожалуйста. Так, с левой стороны здесь у вас какой-то человек, как воин, как защитник. Может быть, действительно военный. А может быть и человек, который носит форму. Кто полиция защищает, правильно? Военные защищают, полиция защищает. Может быть, даже какой-то security, да, как охранник, да, охранник может быть. Человек с наградой. Человек с наградой, почему-то проявление этого человека, либо появление этого человека, либо новости об этом человеке воспринимаются вами как чудо. Да? Человек может получить награду, и это чудо, да, что человек получил награду. Человек может поступить, либо совершить героический поступок, и это тоже, понимаете, и награждено будет, и опять же, как чудо идет. Человек, в конце концов, с боевых действий может вернуться живым, и это тоже как чудо может быть. Человек, например, полицейский, да, попал в какую-то мешанину, перестрелку, там, бандиты, преступники, да, и выбрался оттуда живым, и это как чудо отыграется. Но вы все разные, у каждого своя история. Поэтому, ребятки, просто применяйте на себя и под себя. Здесь мне показывают мужчину, ну, либо женщина с таким мужским сильным характером, с мужской профессией. Это может быть военный, это может быть полицейский, это может быть как охранник, security, ну, какой-то человек, который вот с оружием, да, с оружием призван защищать. Награду получает и чудо, что вот от него идут добрые вести, либо он сам появляется. Вот здесь чудо со слезами на глазах. Понимаете, вот здесь вы стрессанули, либо стрессанете, и тут все хорошо разрешится. Вот, если у вас есть в семье военные, ну, либо какую-то даже, знаете, как объявится человек, чудесную историю расскажет, что вот попал в замес, ну, прославился, там, подвиг совершил, награду получил, да, это тоже будет вот таким чудесным, чудесная история будет. Ну и для вас, конечно, что человек, вопреки такой сложной профессии, такому сложному роду деятельности, да, вот, сохранил себя, сохранил, как говорится, свою жизнь, свое здоровье. Болезненная тема, я прям чувствую, у кого-то ком в горле, болезненная тема для кого-то. Но, ребятки, это чудо будет, это будет чудо. А все благодаря вашим молитвам, ваши молитвы. Ваши обереги, которые вы делали, ваши вот эти мысленные, да, мысленные посылы, которые вы посылаете этому человеку, это все сработало. Я всегда вам говорю, самая сильная магия – это магия сердца. Вот когда от сердца любишь, когда от сердца молишься, не важно, какие там слова ты читаешь, это все не важно, важно, чтобы от сердца шло. Вот именно тогда и происходят настоящие чудеса. Это чудо, сотворенное вами, вашим сердцем. Так, с этой стороны у меня стоит женщина, и женщина как протягивает руку. Ну вот помощь ей нужна, помощь. Смотрите, помощь может быть в разных вопросах. Может быть, вам деньги нужны, может быть, вам помощь в какой-то ситуации, в каких-то обстоятельствах нужна. По-разному бывает. Вот именно у женщины запрос на помощь, и вот она ее просит. Она ее просит у разных людей. Но самый лучший, самый благородный и самый щедрый человек откликается на ее просьбу. Она просит там минимум, а человек дает ей максимум. И причем этот человек готов не только ей удовлетворить ее просьбу, но и всячески ей покровительствовать и помогать. Именно женщине. Мужчины, извините, но это женское предсказание. Девушки, мои хорошие, не бойтесь попросить о помощи, поверьте. Случится чудо, найдется тот, кто
перекроет вашу просьбу, кто не будет там от вас ничего просить взамен, кто не будет выставлять условия, кто будет вам в будущем помогать, даже без вашей просьбы. Человек будет вашим покровителем, и он будет это делать настолько деликатно, что вы даже этого не почувствуете. Ну, не будет этого ощущения: я обязана, человек мне помог, значит, я ему обязана. Знаете, как земной ангел-хранитель у вас появится. Вы не останетесь одна со своей проблемой, вы не останетесь одна со своей нуждой. Вам будет щедро дано. Знаете, вы тоже очень щедрый человек. Вы щедрый человек на эмоции, на любовь. А в свое время, возможно, кому-то помогали, да, прям щедры были через край. Может, животных вы часто подкармливаете, бездомных. Может быть, детям помогаете, волонтерите, там, старикам помогаете, больным помогали, либо помогаете. Вот смотрите, помогли вы, помогут и вам. И здесь вот действительно земной ангел-хранитель у вас появится. Ну, по крайней мере, так вы будете относиться к этому человеку. Это может быть как мужчина, так и женщина. Тот, кто будет вам помогать. Сверхпросимого, понимаете? И человек никогда вас не будет этим ни колоть, ни корить. Да? Никогда не будет там вопроса: а когда ты мне вернешь, а когда ты мне отдашь, а что ты мне дашь? Этого никогда не будет. За ваше благородство души такого же благородного человечка вам в помощь и пошлют. Так, венец. В венце у меня, значит, рыба, у меня фонтан и у меня человек с букетом в руках. Ну, у нас все приходит к любви. Ребятки, все приходит к любви. То есть по рыбе в данном случае и по букету, и по фонтану это всплеск эмоций, это подарки от любящего человека, это чудесное проявление в вашу сторону. Человек перед вами откроется, побалует вас своей любовью, своими подарками. Кстати, подарок, ну, судя по рыбе и по букету, будет дорогой. Дорогой, ценный подарок. И здесь не про памятные вещи, здесь действительно про стоимость этих подарков. Поэтому, мои хорошие, тоже чудо будет. На этом у меня все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.